Дубенский районный суд вынес приговор двум местным жителям, которые вымогали у приезжих молодых людей деньги за автомобильный номер. Эта история произошла в апреле. Тогда в Поводимовском кафе «Малибу» между двумя компаниями произошел конфликт. Причиной тому стала девушка. Чтобы избежать ссоры, двое жителей Большебеrzняковского района попытались уехать из села на машине. Началась погоня. Погоня продолжалась в течение нескольких минут. В итоге гости райцентра решили бросить свой автомобиль и скрыться от преследователей в лесу. Обнаружив оставленную машину, местные жители сняли с нее государственный регистрационный номер и поехали обратно. На следующий день поводимовские парни позвонили хозяину машины и предложили выкупить номера за 5000 рублей. Березняковские гости на поводу вымогателей не пошли, написали заявление в полицию. Дальше за сделкой наблюдали уже стражи порядка. Встречу назначили у заброшенной фермы рядом с райцентром. Переговоры вели исключительно на родном ирзианском языке. Начальник дубенской полиции стал для саранских оперативников на время переводчиком. Дайте хоть перелистнуть. Номер НКИС 10 панды. Я завтра поеду, я за него в 3 раза больше. Номер, все дела. Мне без разницы, я тебя не знаю. Угрозы дубенских вымогателей выглядели вполне правдоподобными, если учесть, что позже в салоне их машины полицейские нашли пневматический пистолет. Сойтись на цене долгое время не получалось. Есть люди, которым они нужны. Я сейчас поеду и продам их в 3 раза дороже. Там уже сам решай, как ты будешь потом отбиваться от ментов или что на них сделать. Мне без разницы. У тебя есть деньги? Конечно. Давай деньги, забирай свой номер. А где номера, я еще не видел их. Когда номера показали хозяину, вымогатели получили свои деньги. В этот момент, неожиданно для подозреваемых, из ниоткуда появились полицейские. Ты номер отдал? Все, давай, пока. Все. Я кто твой? Иди, подойди. Фамилия как твоя? Год рождения какой еще? 89-й. Как зовут тебя, друган? Александр. Когда родился? 08.09.88. Число, месяц, год рождения? 84-02. На месте происшествия полицейские задержали 3 молодых людей и девушку. Однако уголовное преследование велось только в отношении 2 местных жителей. По приговору суда им назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Установив каждому испытательный срок на 3 года, приговор вступил в законную силу. Александр Аносов, происшествие, 10 канал. При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с оргпреступностью Управления уголовно-розыска МВД Мордовии был изъят схрон оружия, ранее принадлежавшего участникам одной из преступных группировок. Тайник с оружием был хорошо замаскирован, рассказывает Алексей Лугунков. Он находился под бетонной плитой на одной из улиц в юго-западной части Саранска. Весной и летом схрон закрывала густая трава, осенью опавшие листья, зимой снег. Оружие было упаковано в белый мешок и хорошо в нем хранилось. Как говорят криминалисты, оно могло быть использовано в любой момент. Здесь и пистолет-пулемет Судаева, и пистолет Макарова, 2 обреза охотничьих ружей и 2 гранаты F1 и РГД. В данной ситуации оружие было выдано добровольно. Человеку было указано местонахождение хранения этого оружия. То есть это уголовной ответственности он не подлежит. А уже по другим преступлениям, если вдруг как-то где-то использовалось, конечно, будет проводиться проверка. После заключения экспертизы специалисты дадут ответ, использовалось ли оружие при совершении каких-либо преступлений. Ведь в МВД еще остались дела из лихих 90-х, следствие по которым приостановлено. Изъятый схрон, говорит Алексей Лугунков, это малая толика того, что изъяли за период декриминализации региона. Только у участников группировки Юго-Запад в общей сложности изъято 99 единиц нарезного и 48 гладкоствольного оружия, большое количество боеприпасов, гранаты и гранатомета. Что касается общей цифры изъятого оружия участников группировок, то за период декриминализации изъято более 200 единиц огнестрельного оружия, более 6500 патронов, 5 гранатометов. Также изъято порядка 25-27 гранат. Часть этого оружия, по которым еще не окончены уголовные дела, находится на специальном охраняемом складе. Здесь и автоматы Калашникова, и чеченские самоделки, и даже оружие времен Великой Отечественной, ППШ и ППС. После того, как решение по уголовным делам вступит в законную силу, все эти пистолеты, автоматы и ружья отправят на переплавку. А из мирной стали сделают запасные части для железнодорожных вагонов. Екатерина Имайкина, Григорий Денисов. Происшествие. 10 канал.
Саранская полиция пресекла деятельность очередного подпольного казино. Оно располагалось на первом этаже жилого дома на улице Полежаева. За последние 2 месяца оперативники приходят сюда уже в 5-й раз и вновь видят одну и ту же картину. Игровые автоматы, с десяток клиентов, администратор и непременно барная стойка. Мы на постоянной основе проводим рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками прокуратуры, других заинтересованных ведомств с целью установления данных точек и привлечение лиц, организовавших игорный бизнес, к установленной законом ответственности. Организатор незаконных азартных игр сейчас устанавливается. Из помещения подпольного клуба полицейские изъяли 15 автоматов, а за подвесным потолком обнаружили и наличность всю, что заработали за вечер. Вот касса денежных средств, добытых в результате незаконной игорной деятельности. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями насчитали здесь 39 450 рублей. Эти деньги тоже приобщили к материалам проверки. Как заверили нас в городской полиции, эта работа не будет прекращаться. Убедительная просьба всех граждан, кто знает о том, что где-то рядом с ними расположены какие-то игорные клубы, сообщать в органы полиции. Александр Аносов, происшествие, 10 канал. Пожарная охрана, город Саран. Что случилось?